Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы на кухне, и я готовлю сегодня минтай. У меня здесь на столе лежит два куска таких, две рубины. Где-то, наверное, полкило, что ли, больше, наверное, грамм 600, наверное, 700. Да. Ну, начнем тогда. Сначала режем лук. Ну, лук режем, друзья, перышками такими. Так, я не поздоровался, друзья. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте всем. Всем привет, друзья. Да, сегодня у нас в меню, так сказать, домашнее меню минтай, рыба минтай. И блюдо называется, ну, по-деревенски все это по макушке. По макушке от слова макать. Будет там соус такой небольшой. В небольшом количестве или в большом количестве. Ну, это каждый раз получается по-разному. Иногда много его, иногда чуть-чуть поменьше, но все равно есть что макать с хлебушком. Вот. И первое, что Маша делает, режет лук и отправляет на сковородку жарить. Так, включаем плиту. Наливаем масло. И пусть согреется пока масло. Режем дальше лук. Лук, а вот смотрите, какого размера домашний лук такой, не крупный у нас в этом году. И так, это уже получается 5 штук таких маленьких луковиц, да? Если крупные, то думаю, если очень крупные, 2 штуки. Маша плачет, это лук заставляет, не Сергей Иванович заставляет плакать, а лук. Вот. А? Чего? Да, Горький, говорит, очень слишком лук. Но ничего. Сказали как-то справляться. Спичку, говорит, можно в рот взять, и тогда не будет слезить. А попробуй. Не хочешь? Пока Маша режет лук, я немного выключусь. Ну, надо его обжарить до состояния такого золотистого, такого легкой золотистости. Прозрачной, золотистой, вот такого цвета. Так. А дальше будем снова снимать. Вот такое количество получилось. Лука такая, подушка такая. И пускай немножко, конечно же, размягчится так, цвет поменяет и все такое. Машу не снимаю, потому что Маша плачет, смотрите. Маша плачет. огурцы. Открываем свои огурцы. Ну вот пока, друзья, у нас жарится лучок, будем использовать уже свой урожай тоже. Огурцы маринованные. Вот. Огурцу к этому блюду очень такое дают, ну, своеобразную кислинку тоже дадут. И очень вкусно будет. Ну, достаточно вот таких вот огурчиков, таких долек, вернее, ну, штуки 3-4, можно 3, можно 4. Но мы, скорее всего, возьмем 3 штуки. Не забываем про лук, чтобы не сгорел, а приятно зарумянился. В граммах, друзья, не знаю, сколько там этих огурцов, но вот если вот берете целые огурцы, такие, например, можно корнишоны, да, ну 3-4, там 5 можно. Выбирайте сами там по вкусу, какую кислинку хотите. Огурцы вроде как готовы, да? Да. Этого хватит, вполне достаточно будет. Лук у нас немножко размягчился.
И сюда кладем огурцы наши. Добавляем немножко водички, полстакана. Вот. И закрываем крышкой. Пусть минутку 5, ну 10 минут. У нас это все будет тушиться. Сейчас будем резать минтай на кусочки. Пока тушатся наши огурчики. Минтай у нас я почистила, вымыла. И делим на части. Ну, на 3 части. Вот одна рыбка поделю. Если кто не любит, друзья, ну, возиться с костями там при еде, чтобы сразу кушать с вилочки и сразу в рот, не заморачиваться там, чистить косточки, берите филе минтая сразу. Филе, не обязательно минтая, треску возьмите, пикшу возьмите, любую. У нас вот под рукой минтай был. Мы, северные трескоеды, любим и треску, и минтай, и все. Все вот эту морскую рыбу тоже любим очень. Вот. А мы кусочками, мы даже в пироги, вот помните, пирог пекли, северный пирог, рыбник, да? И многие нас там журили. Маша, печете пирог, и как его есть, этот пирог, он с костями и все такое. А я вам скажу, друзья, этот пирог на все праздники, с этим пирогом и рождаются люди, с этим пирогом и женятся на свадьбах, этот пирог с костями вместе. И с этим пирогом и провожают последний путь. Вот это такой популярный наш рыбник пирог. Особенно из леща. Йоды черенянь, да? Ну, есть, правда, и из хариуса тоже делают такие большой хариус, когда он более-менее такой не костлявый. Ну, вот так мы привыкшие, чтобы это самое. Я только люблю минтай, ну, рыбу, вернее, с картошкой, чтобы там чисто филешка была. А Маша даже это тоже любит, чтобы с костями. Она как-то умудряется есть. Я не очень люблю с костями рыбу есть в блюдах. Картошка, я помню, вот мама всегда делала из чисто филе. Ну как, треска, а потом она отделяет от почему-то. Рыба-то большая, лучше отделяется, Да, и да, там да. мяса очень много у трески, А раньше минтай же... Раньше же треску продавали не замороженную, она соленая была. Она мякоть, она быстро как-то отделялась. Соленая рыба, конечно, Да, отделяется. она соленая была. Возьмет там мама и это самое. Почему-то всегда была речная рыба свежая, ну еще и треску брали. Почему, не знаю. Но вкусно было. Там Очень мяса вкусно. много. В этом треске очень много мяса. А сейчас очень это вкусно. дорогущая рыба. Раньше эту треску и минтай за рыбу-то не считали. А сейчас очень дорого. Вот. Так, у нас пройдет 10 минут времени и дальше будем жарить. Теперь, значит, мы добавляем сюда сметану. Минут 10, наверное, прошло, друзья. Минут 10. Посмотрите, что там очень много сока от лука это получается. Ну и огурцы тоже маринованные, водички еще дали. И сюда добавляем Примерно 3 ложки сметаны. главный ингредиент по макушке сметана. Так, все это размешаем сейчас. Соус такой у нас будет. Молочный соус. Сметанный, молочный. Сметана тоже молочная считается. Так. Добавляем соль. Солите, друзья, по вкусу тоже. По вкусу. Кому как нравится. Кто-то посоленее, кто-то еще как. И добавляем перец. У нас свежемолотый перец. Да. Можете добавить просто. А потом попробуем по вкусу, соль надо или не надо. Так, и сюда же лавровый лист добавляем. А теперь сюда добавляем мы
рыбу. Рыбу немножко посолю. Чуть-чуть буквально. Потому что соус он так будет солоноват. Ну и все равно сверху там надо посолить немножко. Немножко. Да. Полная сковородка, друзья, получилась. Ну вы, наверное, теперь поняли, почему это блюдо называется помакушка. Потому что видите, как сколько в ней жижки. Она никуда не пропадет, эта жидкость. А еще наоборот, наверное, прибудет, потому что в рыбе тоже много жидкости. Ну что, закрываем крышкой? Закрываем и будем ждать, ну, где-то минут 15-20, так ведь? Да. Ну, рыбка быстро готовится, так что подождем. Время прошло, рыбка приготовилась. Смотрите, сколько там жижки, вот, чтобы макать хлебушек. Ну и тоже в гарнир можно эту вот жижку в гарнир тоже положить. Вот. Рыбка, друзья, очень вкусная и ароматная. Я отсюда уже прям чувствую и разыгрался аппетит. А сейчас будем готовиться к ужину, да ведь? Угу. Выкладываю рис. У меня здесь уже рис готов. Заранее приготовила. Сейчас будем ужинать. Мне, пожалуйста, хвостик. Ну, Маша уже знает, да даже я и не успел попросить даже. О, сколько там жишки, это лука. Такой соус сметанный. Лука сметанный или как правильно. Очень ароматно, друзья. Конечно же, гарнир тоже на свой выбор берете. И еще для густоты, друзья, вы можете добавить сюда муку. При обжарке муку можно добавить и будет гуще. Но мы сюда муку не добавили. Просто вот сметана, лук и огурчики. Ну и еще свекла тоже со своего огорода. Мы в свежем виде очень много употребляем этой свеклы. Варим. Дальше через терку растительное масло, соль. И вот помидорчики тоже. Смотрите, каждый день вот такая примерно горка поспевает еще. Там еще в коробке созревают потихоньку наши помидоры. Ну что, пробуем? Снимаем пробу, Маша? Да, конечно. Конечно же, Маша снимает пробу. Первое, я держу камеру, снимаю. Ну как тебе на вкус наш ужин, Машенька? Такие огурцы невероятный вкус дают в огурцах. Ой, в рыбе. Особенный такой, да? Да. Ну, я еще хочу попросить Машу, чтобы, ну, помакушка, значит помакушка. Макни, пожалуйста, хлебушек осторожненько, чтобы туда не упал, конечно, кусочек в сковородку. Вкусно, я кушаю. Вкусно, да? Приятного аппетита. Приятного аппетита. Я думаю, сюда муки не надо. Не надо муки? Ну, Это как бы... мы жижа не кладем такая. муку, но многие кладут муку, чтобы гуще был соус, так сказать. Но я думаю, что не надо. Не надо, да? Ну, Для нас не надо. Вот кому это как? бы... Кому как. Зрители, думаю, сделают и так второй раз, если понравится. Вкусно? Огурцы, да, вообще с огурцами вообще вкусно. Ну и замечательно. Вот. Сейчас Маша макнет хлебушек, я попробую этот тоже соус. Ну, помакушка, она и есть помакушка. Макать да кушать. Очень много там этой жидкости, этого соуса. Ну как? Вкусно.
Чувствует, оценку чувствует, получили, друзья. Рыбка такая нежная получилась. А я уже, наверное, это самое, по рыбе тоже, вот бывают же дни, да, вот хочется рыбки и все, хочется рыбки и все. Я говорю, Маша, давай пожарим что-нибудь из рыб, или уху сделаем, или просто пожарим. Маша говорит, это самое, давай, говорит, минтай по макушку-то сделаем. Ну и я с удовольствием. Ты меня так и не по макушечке и угостила. Сейчас сначала рыбку. Горячую рыбку попробуй. Супер. Супер рыбка. И супер гарнир. Вкусно. Никаких сюда, друзья, не добавляйте никаких рыбных приправ. Ну вот эти, которые продаются, приправы для рыбы, там еще перец, соль, это самые естественные приправы. А жишка-то какая вкусная. Да. Сережа Супер. сказал, чтобы приправу я отказалась от приправы. Потому что без приправы вкус совсем другой. Ну потому что эти приправы, они настолько ядреные, что перебивают настоящий вкус рыбы. А если мы готовим рыбу, я считаю так, что это должно быть натуральный вкус. Вообще вкусно. Вот так. Вот такая северная помакушечка, друзья. Делайте, готовьте эту помакушку. Макни еще мне, пожалуйста. Именно хлебушек. Прям вот, если вы, конечно же, не любите, чтобы с одной сковородки там макали, жидкости очень много, берите какую-нибудь пиалку маленькую и оттуда макайте. Это очень... Прям вот как на язык попадает, это праздник вкуса. И соль ее в аккурат. Да. Ну вот немножко рыбку посолили, немножко. Чуть-чуть. И сам. И саму подложку вот эти луковые с огурцами. Ну огурцы ведь тоже соленые, они тоже дают соль. Так что очень вкусно. И маринад такой у огурцов не сильный, а немножко вот чувствуется. И это тоже такое пикантное получается. Очень-очень вкусно. Вот. Ну, Вкуснятина. Маша, ты молодец у меня. Вообще замечательно. Свеколка. Свеклу надо много кушать. А мы и кушаем, Маша, с тобой на каждый гарнир. Что с картошкой? Например, пюре, или просто картошка жареная, или рис, или макароны. Сегодня Всё. кашу кушала. А я с утра смотрю, Маша кашу кушает. А каша такая злаками, со много злаками, да. И смотрю, там что-то черное тоже, ну, не черно-красное. Я говорю, что это? А говорит, свекла. Кашу со свеклой. Ну, я, правда, такое не ем, но вот с гарнирами я с Там удовольствием. идет горечь немножечко и перебиваю вот этим свеклой, да. Ну, свекла сладкая, да. Так что делайте, готовьте, советуем. Очень вкусно. Ну что, заканчиваю этот ролик, видео с этой готовкой этой помакушки, рыбы по-северному. Вот. И я буду приступать к ужину. У меня, смотрите, тарелка пока не остыла еще. Помидорчики, хлебушек, свеколка. И буду приступать к ужину, догонять мою Машеньку. А вам, друзья, говорим мы с Машей. До свидания, до новых рассветов. Встречайте рассветы, пускай они всегда будут добрыми и вкусными. Всем пока. Пока-пока. До новых встреч на нашем канале. Напишите, пожалуйста, после того, как вы решились приготовить, приготовьте и напишите, не поленитесь, как вам эта рыба. Понравилась такой рыба по-северному или все-таки любите, чтобы корочка жареная была?